Пояс здоровья – это не только про профилактику, это еще и про спасение жизни. Так, в минувшем сезоне в Мишкинском районе удалось спасти жизнь местному жителю, у которого был обнаружен инфаркт миокарда, который, как оказалось, может проходить безболезненно. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Елена Галимуллина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан. Елена Николаевна, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами говорим о том, что пояс здоровья завершил свою работу, и удивительный случай вы нам рассказали о том, что в Мишкинском районе мужчина даже не подозревал, что у него инфаркт миокарда. Расскажите подробности. Да, такое у нас было действительно, и такие случаи, они не однозначные, не единичные. Подобный случай также у нас был с пациентом с острым нарушением мозгового кровообращения, когда приехала наша как раз профилактическая акция. Во время медицинского осмотра были выявлены признаки острого инфаркта миокарда, это электрокардиограмму сняли, соответственно, очень быстро связались с кардиоцентром, и пациент был госпитализирован, и, соответственно, ему была сохранена и спасена жизнь. А пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, это Нефтекамский у нас маршрут, здесь мы тоже оказали медицинскую помощь, госпитализировали его в региональный сосудистый центр, и пациенту вовремя была оказана медицинская помощь. Да, такое случается и в рамках наших профилактических акций. Елена Николаевна, неужели не чувствовали сами больные, что что-то не так, что инфаркт и так далее, нарушения? Не обязательно чувствовать именно те признаки, которые бывают при остром инфаркте миокарда. Обычно это может быть какое-то незначительное недомогание, которое списывают чаще всего на усталость, какое-то влияние, допустим, погодных факторов. Но здесь именно нужна специализированная диагностика, это электрокардиограмма, осмотр невролога и, соответственно, дальше маршрутизация пациента. Да, такое есть. Все сомнения и вопросы об эффективности поездов здоровья сейчас просто уже снимаются автоматически, правда? Но не только же оказанием экстренной помощи, результатами этой акции является оказание экстренной медицинской помощи. В первую очередь это скрининговые обследования наших граждан, наших жителей республики, для того, чтобы выявить или факторы риска развития каких-то заболеваний, либо уже выявить заболевание, поставить окончательный диагноз и, соответственно, взять пациента на диспансерный учет с дальнейшим его наблюдением и обследованием. У нас ежегодно растет уровень выявляемости социально значимых заболеваний. На первом месте, конечно же, это болезни, которые характеризуются повышенным артериальным давлением. Если в этом году мы провели более 150 тысяч обследований наших граждан, где-то 27 тысяч – это заболевания, как раз, которые выявлены впервые. И из них половина – это заболевания, характеризующиеся повышенным артериальным давлением. Кроме этого, также выявляется около 9 тысяч подозрений на сахарный диабет. Соответственно, эти пациенты обследуются дополнительно, проходят консультации эндокринолога. И также у нас на третьем месте это уже социально значимые, это онкология. Чаще всего подозрения на онкозаболевания, заболевания органов дыхания, конечно же, среди пациентов также выявляются. И есть случаи, когда мы выявляем и туберкулез легких, но для этого, конечно, нужно уже специализированное лечение и направление в фтизиопульмонологические отделения нашей республики. Если сравнивать эту статистику с прошлогодней, с предыдущими годами, насколько она отличается? В принципе, она особо и не отличается, потому что уровень заболеваемости, он средний по Российской Федерации, также он в среднем и по Республике Башкортостан укладывается в среднестатистические цифры. Здесь, наверное, больше нужно сказать, что мы стали обращать внимание именно на факторы риска, такие как привычные для нас курение, привычные для нас, например, ожирение. Но, кроме этого, мы выявляем уже уровень гиперхолестеринемии, то есть высокий уровень холестерина в крови. Это тоже является одним из факторов риска. Снижение, допустим, физической активности, приверженность к здоровому образу жизни. Это тоже является фактором риска в развитии заболеваний. Сейчас у нас больший акцент идет именно на выявление факторов риска, для того, чтобы в предболезни мы могли как-то сформировать у пациента понимание, что быть здоровым – это хорошо.
Елена Николаевна, мы с вами говорим о том, что поезд здоровья — это вот есть какой-то определенный перечень специалистов, да, вот команда специалистов, которые выезжают, но муниципалитеты могут еще, да, попросить, может быть, какую-то заявку отправить, чтобы приехали какие-то узкие специалисты. Вот какие заявки поступали в этом году? Ну, хочу отметить, что, да, безусловно, у нас стандартный набор специалистов — это врач-терапевт обязательно, врач-хирург, врач-офтальмолог, врач-невролог входит в состав автопоезда. И есть муниципалитеты совместно с главными врачами, особенно это те районы, куда у нас выезжают республиканские модульные комплексы. Это поликлиника Республиканской клинической больницы имени Куватова и модуль у нас Республиканского кардиоцентра. Они выезжают обычно в районы с высоким уровнем смертности по определенным профилям. Соответственно, кардиоцентр выезжает в те муниципальные районы, где у нас высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения, а Куватово уже это многопрофильные специалисты. Здесь у нас выезжает гастроэнтеролог, эндокринологи выезжают, акушер-гинекологи в том числе выезжают в те районы, где у нас высокий уровень смертности. Это и Бурзянский район, это и, например, в этом году мы выезжали в Кармаскалинский район. То есть вот география бывает различная, и в течение вот этих 7 лет мы постарались как можно больше охватить специализированными приемами территории нашей республики. Ну вот кто-то попросил, еще вы говорили о том, что именно стоматологический, да, модуль. Да, у нас была такая акция в этом году. Мы, во-первых, в Белорецком районе у нас было обращение жителей одной из деревень, которые пожаловались на то, что у них невозможно получить стоматологическую помощь. У нас в республике приобретен также и выездной стоматологический модуль медицинский, то есть там оказывается стоматологическая помощь жителям. И вот этот стоматологический модуль несколько дней проработал в Белорецком районе и оказал медицинскую стоматологическую помощь жителям нашей республики. И хотелось бы еще отметить, что в этом году мы сделали акцию подвоза из труднодоступных или отдаленных населенных пунктов к месту дислокации нашего поезда. Мы больше акцент сделали даже на тех, кого к нам подвозят. Это было очень эффективно в Белорецком районе, в Ишимбайском районе, в Стерлитамакском районе, в Дуванском районе, там, где есть отдаленные населенные пункты, и чаще всего в зимнее время там нет дороги, например, в весенние периоды, а летом есть единственная возможность доехать до этого населенного пункта и осмотреть этих жителей. Например, в Белорецком районе, в деревне Бакаево, у нас как раз вот и отработала так бригада. Мы приехали как непосредственно в эту деревню, посмотрели там наших жителей, выявили заболевания, кого-то госпитализировали вовремя и, соответственно, назначили лечение. В каких муниципалитетах побывал поезд здоровья? А поезд здоровья у нас традиционно он едет во всех муниципальных районах, за исключением городов крупных, конечно. Поэтому здесь все муниципальные районы, которые у нас организованы в республике, там побывал наш здравпоезд. Единственное, мы в этом году увеличили число населенных пунктов, в которых побывал или дислоцировался наш здравпоезд. Если мы в 2019 году начинали 226 населенных пунктов, а в этом году мы уже проехали 356 населенных пунктов, охватили именно профосмотрами. Можно узнать у вас именно среднестатистический портрет вот пациента, который приходит в поезд здоровья? Ну, наверное, это в первую очередь пожилой человек, пожилые люди, которые не обращались, в принципе, за медицинской помощью в течение последних 2 лет, даже если взять. Далее, это пациент, который имеет ряд обязательно факторов риска, либо повышенное питание, либо ожирение, либо курение обязательно это будет. И, наверное, это пациент, который имеет ряд из заболеваний выявленных. Это обязательно, я думаю, это артериальную гипертонию нужно указать, ишемическую болезнь, то есть болезни сердца, болезни легких. Это среднестатистический пациент нашего здравпоезда. Но среди них есть и молодые, которые особенно, знаете, в этом году хочу отметить, молодые мамы со своими детьми могли прийти к нам в здравпоезд, пройти обследование, а также у нас проводилась вакцинация, например, и провакцинироваться. И с этого года в рамках диспансеризации мы еще проводим
скрининговые исследования на гепатит С. Здесь тоже можно сдать анализ и обследоваться с 25-летнего возраста в каждые 10 лет, то есть 25, 35, 45, 55 и так далее. В эти возраста можно обследоваться на гепатит С. Елена Николаевна, ну я уверена, что среди наших телезрителей есть и скептики, которые, может быть, не так доверяют. Но на что здесь делается акцент? Есть поиск здоровья и есть человек, который несет ответственность за свое здоровье. Я правильно понимаю? Конечно. И который вот приходит в этот поиск здоровья и проходит обследование. В первую очередь, наверное, ответственность лежит все-таки на самих пациентах. Как думаете? В любом случае, каждый гражданин, понятно, конституционно у него закреплено право на получение бесплатной медицинской помощи, но также там закреплено ответственность за свое здоровье. Каждый из нас должен понимать, что врач придет только в ту минуту, когда уже вам станет плохо. А для того, чтобы себе обеспечить правильное питание, здоровый образ жизни, правильный образ жизни, конечно же, здесь уже не столько врач, наверное, сколько сам себе, каждый сам себе должен и помочь. Елена Николаевна, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, насколько плодотворным был поиск здоровья в этом году, рассказали такие уникальные случаи, которые, я надеюсь, наших телезрителей сподвигнут к тому, чтобы следить за своим здоровьем и обязательно не упускать такую возможность, как пройти обследование при проведении этой акции. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.